Первая конституция независимого Кыргызстана была принята в далеком 93-м году. Подготовил ее специальный комитет легендарного парламента. Люди, работавшие в нем, создали все правовые основы для независимости нашей страны. Первоначальный вариант, по мнению экспертов, был практически идеален. Первая конституция была очень удачная конституция. Она заложила действительно фундамент парламентской республики. Но то потом, ссылаясь на то, что надо укрепить связь в одну руки, мы постепенно всю форму власти и суть власти передали президентскому форму управления, но это оказалось для нашей страны не очень пригодным. После этого Конституция менялась несколько раз. Только за время работы первого президента Аскара Акаева она претерпела 4 поправки. Все они были направлены на то, чтобы усилить власть президента в стране. Народ счел, что это может привести к узурпации, и устроил неконституционную смену власти. Не помогло. Следующий глава государства тоже стал кромсать главный закон страны, пока после нескольких поправок не был принят новый. Но население не устроил и этот вариант. Слишком много полномочий было у президента. В итоге очередной нелегитимной смены власти в 2010-м и создании Временного правительства была принята еще одна. И пока последняя версия Конституции Кыргызстана. Согласно ей, сегодня в стране президентско-парламентская форма правления. После апрельской революции практически мы уже перешли на путь парламентской республики. Это идея, которая заложена в первой конституции. Но его надо еще совершенствовать в соответствии с сегодняшними требованиями нашей жизни. Однако для того, чтобы выяснить, насколько все эти поправки важны для простого населения, мы обратились к статистике. Согласно данным общественной организации «Эль-Пекир», всего 24% кыргызстанцев читали Конституцию. То есть ею практически не интересуются более трети населения. А зря. Юристы уверены, знать главный закон страны нужно каждому гражданину. Начиная от простых взаимоотношений между людьми, заканчивая судебными разбирательствами, то есть обыденные бытовые вещи и заканчивая государственными, даже межгосударственными отношениями, все это регулируется через Конституцию. Быть может, граждане страны попросту не успевают за всеми метаморфозами главного закона государства. С момента обретения независимости Конституция Кыргызстана менялась 8 раз. Однако для того, чтобы запомнить последнюю, есть как минимум 4 года. Согласно прописанному закону, ее нельзя менять до 2020-го. Олеся Цурикова, Аман Аматоулу, новости телевидения «Пирамида».